Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Делимитация и демаркация границ – необходимая мера для безопасности и стабильности. В селе Эргнет состоялась очередная встреча в рамках формата МПРИ. Все строительные работы на объекте завершены. Детский лагерь в Дзалском районе готов к сдаче в эксплуатацию. Осетинский триколор на мировой спортивной арене. Югостинские пауэрлифтеры одержали победу на чемпионате мира. Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил президента Южной Осетии Алана Гаглоева на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Официальное приглашение от Путина президенту передал посол Российской Федерации в республике Марат Кулахметов, сообщает пресс-служба главы государства. Уважаемый Алан Эдуардович, приглашаю вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Отмечая эту важнейшую дату нашей совместной истории, мы воздаем дань благодарности и уважения героическому поколению победителей, говорится в тексте приглашения. По словам Путина, огромный общий вклад в победу над нацизмом внесли братские народы двух стран. Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, будут и впредь служить надежной основой для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами. Буду искренне рад видеть вас в Москве в этот знаменательный день, сказал лидер Российской Федерации. К другим темам. На границе Южной Осетии с Грузией прошла очередная встреча в рамках формата механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Рассмотрены вопросы безопасности, статистика нарушений границы с момента последней встречи в рамках МПРИ. Напомним, встречи проходят в рамках женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. В переговорах принимают участие представители Южной Осетии, России, Грузии, Евросоюза и ОБСЕ. В селе Эргнет прошла очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. На встрече были обсуждены вопросы безопасности, статистика нарушений границы с периода предыдущей встречи. Глава югостинской делегации Игорь Кочев отметил, что поднимался также вопрос нарушения воздушного пространства нашей республики грузинскими беспилотниками. Вопрос беспилотников обсуждается каждый раз. Сейчас тоже есть достаточно много нарушений беспилотными аппаратами, принадлежность которую определить достаточно трудно. То есть грузинская сторона не признает принадлежность беспилотных аппаратов, несмотря на то, что есть такие, косвенные, конечно, но явные свидетельства тому, что это все-таки летает с грузинской стороны. Югостинская сторона вынесла на повестку дня вопрос снятия с территории республики незаконного грузинского полицейского поста в селе Виста. Игорь Кочев отметил, что явных подвижек в этом вопросе пока не наблюдается. Однако Южная Осетия продолжит озвучивать свою позицию по данному вопросу. Продолжатся переговоры по снятию этого поста. Это всегда бывает на повестке дня, этот вопрос. Мы ищем пути решения. В настоящее время пока что ситуация достаточно сложная. Югостинская делегация вновь подняла вопрос обсуждения линии прохождения государственной границы. Делимитация и демаркация границ – это необходимая мера по безопасности и стабильности. Есть еще моменты, скажем, по вандализму, можно так назвать эти инциденты, когда, скажем, двое грузинских граждан пересекли государственную границу и попытались демонтировать информационный знак на территории Республики Южная Осетия и были задержаны пограничным нарядом. Это к вопросу о том, что никто просто так там не ходит. При этом снимали себя на видео, выражаясь не очень цензурно. Были задержаны. Сейчас они тоже ждут решения
Юго-Остинского суда. Грузинская сторона говорит о свободе передвижения, на что юго-остинская сторона отвечает, что свобода передвижения граждан заканчивается там, где заканчивается граница их государства. А пересекая границу, они обязаны следовать законам и подчиняться законам страны, куда они идут. Причем, если это пересечение незаконное и не в положенном месте, то они автоматически попадают под уголовное преследование. Следующая встреча в формате империи по ряду объективных причин пройдет в следующем году, 14 февраля. Эльвира Дебилова, Ринат Медоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Детский лагерь в селе Мзи Гомдзауского района готов к сдаче в эксплуатацию. Строительство социально значимого объекта велось в течение 2 лет с учетом всех требований для комфортного отдыха. База отдыха рассчитана на 150 мест, состоит из 5 спальных коттеджей и административного корпуса. Имеется амфитеатр и спортивная площадка. Комплекс построен в рамках инвестпрограммы. Подробности далее. Масштабный комплекс в ущелье Мзи в Гомдзауском районе, предназначенный для отдыха детей, готов к сдаче в эксплуатацию. Рабочие бригады довели до конца ремонтные работы. В зданиях завершены внутренние отделочные работы. Кроме того, помещения убраны и сияют чистотой. Лагерь расположился в одном из красивейших уголков Южной Осетии и прекрасно подходит для активного и комфортного отдыха детей. Сейчас осталось подготовить соответствующие документы для приема объекта в эксплуатацию. На данном этапе уже, в принципе, все работы строительно-монтажно выполнены. Уже проведена настройка всех инженерных систем. Объект, в принципе, готов к сдаче, только осталась подготовка всей документации технической, исполнительной. Пакет документов для сдачи объекта. В основном работа уже такая, оформление объекта бумажная в основном. В просторных и отремонтированных спальных комнатах установлена необходимая мебель. В остальных помещениях оборудование и техника. То есть объект полностью оснащен инвентарем. Мебель заведена, уже расставлена, все на месте. Весь инвентарь расположен на своих местах, он уже укомплектован. Все, в принципе, на объекте, все, что должно быть по оборудованию. Отдельное внимание привлекает благоустроенная территория. Полностью заасфальтированные участки вокруг зданий. Аккуратные пешеходные дорожки украшают подходы к корпусам. А деревянные беседки на фоне изумительной природы смотрятся эффектно и уютно. По благоустройству уже выполнены. И наружные, и внутренние работы. Все уже под ключ сделано. То есть все работы по настройкам систем, все выполнено. То есть только лишь мелкие работы по уборкам помещений, все. Которые были запланированы по проектам, все выполнено. То есть все работы в соответствии с проектом, с документами. Лагерь рассчитан на 150 мест. Помимо спальных корпусов административного здания, отдыхающие смогут проводить время в летнем амфитеатре и на современной спортивной площадке. Здесь у ребят будет возможность заниматься разными видами спорта на свежем воздухе. Объект был отстроен на финансовые средства Российской Федерации в рамках инвестиционной программы. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Айда Кочиева. Информационный выпуск сегодня. О ситуации в Абхазии. Парламент рассмотрит заявление президента Аслана Бжаня об отставке. Из заявления следует, что президент Республики Абхазия Аслан Бжаня подал заявление об отставке. Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября. В случае невыполнения данного пункта президент Бжаня отзывает заявление об отставке. Парламент в тот же день рассматривает заявление об отставке президента. Эти пункты прописаны в соглашении между представителями власти и оппозиции. Исполняющим обязанности президента страны будет назначен вице-президент республики Бадра Гунба. Пост нового главы правительства займет экс-премьер Валерий Бганба. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия, сказано в заявлении. Видный ученый, общественно-политический и государственный деятель, первый президент Республики Южная Осетия Людвиг Чибиров отмечает сегодня день рождения. Долгое время занимался научной деятельностью, стал профессором и занимал пост ректора Юго-Остинского педагогического института. Людвиг Чибиров – известный кавказовед, внес большой вклад в исследование этнографии остинского народа. Имя Людвига Алексеевича хорошо знакомо широким кругам общественности не только в Осетии, но и за ее пределами. О своей научной деятельности он рассказал в интервью ГТРК «ИР».
Выдающийся ученый и первый президент Республики Южная Осетия Людвиг Алексеевич Чибиров отмечает день рождения. Профессору исполнился 91 год. Заслуженный деятель науки Осетии и России, автор более сотни научных трудов на осетинском и русском языках, посвященных широкому кругу вопросов этнографии, истории и культуры осетинского народа и других народов Кавказа. В большом интервью нашему телеканалу он подробно рассказал о своей научной деятельности. Осетинское народное жилище, народный земледельческий календарь осетин, встречи с Васо Абаевым и Ронадамом Берекбунта. Эти и многие другие труды принесли Людвигу Алексеевичу признание и мировую известность в научных кругах. Когда я защитил кандидатскую диссертацию, после этого я взялся за праздники осетинские. Осетинские праздники, их изучение, происхождение и так далее, смысл и так далее, что связано с христианством, что дохристианскими верованиями и так далее, и так далее. И взялся за эту работу. И вот после защиты докторской, это кандидатской диссертации, я думаю, что это уже я пуп земли, с меня достаточно, на этом точка. Что уже в Институте истории работал другой крупный этнограф Алексей Иванович Рубакидзе, член-корреспондент Академии наук Грузии, один из сильнейших и виднейших этнографов Советского Союза. И вдруг он мне предлагает, я говорю, тебя пригласил по очень важному вопросу. Не знаю, как сам кто-то, говорит, я хочу взяться за вас, быть вашим научным консультантом. И услышать подобные вещи, отказаться может только дурак. В этом году Людвиг Алексеевич стал лауреатом Государственной премии Костахи Тагурова за трехтомный научный труд «Энциклопедия осетинской нартиады». Он стал обладателем премии имени Костахи Тагурова во второй раз. Первую премию Людвиг Алексеевич получил в Северной Осетии за работу над другим уникальным изданием – осетинской этнографической энциклопедией, вышедшей в свет в 2013 году. Или натовская энциклопедия, или лермонтовская, наподобие лермонтовской Костаевскую. Да. Ну, в итоге получилось так, что остановились на натовской, потому что она более актуальна. И мне даже было ближе по своей специальности. И по актуальности остановились на этой энциклопедии. В общем, здесь мы работали около 7 лет над этой книгой. Людвиг Алексеевич полон сил и энтузиазма, активно занимается научной деятельностью, интересуется политической, общественной и культурной жизнью. Мой день начинается с половины 6 или в 6 часов, прямо отправляюсь в ближайший мой парк или стадион. Я каждый на севере берег Терека для меня стал любимым. И каждое утро я всегда начинаю уже вот такой с прогулки. Но сейчас я, конечно, не занимаюсь там, не готовлюсь к Олимпийским играм себе. Ну, час-полтора я каждое утро гуляю на свежем воздухе. Потом уже какие-то работы у меня до сих пор с Божьей помощью, пока у меня есть возможности работать над какими-то новыми проектами. С именем Людвига Чибирова связано становление и развитие нашей государственности. 10 ноября 1996 года был избран первым президентом Южной Осетии, руководил республикой до 2001 года. Под его руководством была проделана большая работа по созданию государственных структур и институтов власти. Алена Алтаева, Зарима Арсуева. Информационный выпуск сегодня. Завтра в эфире ГТРК «Ир» в программе «Вслух О» смотрите большое интервью Людвига Чибирова. С именем Людвига Чибирова связано становление и развитие государственности Южной Осетии, отметил президент Алан Гаглоев в своем поздравлении первому президенту Республики Южная Осетия в связи с днем его рождения. Все, кому довелось с вами трудиться, знают и ценят вас как выдающегося государственного и политического деятеля, прославленного ученого-осетиноведа, который внес и продолжает вносить значимый вклад в развитие научной мысли. Благодаря трудолюбию, таланту и исключительным человеческим качествам вы пользуетесь заслуженным авторитетом в научных кругах Осетии и России, говорится в поздравлении. Президент выразил уверенность, что богатый жизненный опыт, активная научная и общественная деятельность Чибирова будут и в дальнейшем служить примером служения науке и Отечеству, являться образцом лучших качеств патриота и достойного сына Осетии.
другим темам. Югостинские пауэрлифтеры заняли призовые места на чемпионате мира. Среди 6 тысяч участников со всей России и ближнего зарубежья, выступающих в 40 различных силовых и боевых видах спорта, наши спортсмены добились отличных результатов. Итоги ребят на чемпионате показывают, что они готовы к дальнейшим победам и покорению авторитетных мировых спортивных площадок. Осетинский флаг вновь блистал на мировой спортивной арене. Победу на престижных состязаниях в чемпионате мира по пауэрлифтингу принесли нашей республике спортсмены Алан Санакоев, Эдуард Кукоев и Азамат Чельдиев. За места на пьедестале боролись около 6 тысяч спортсменов со всей России и ближнего зарубежья, выступающих в различных силовых и боевых видах спорта и физкультурных дисциплинах. Это был 10-й юбилейный чемпионат мира в РПФ, где собралось рекордное количество участников. По номинациям более 3800. Результаты, в принципе, я бы не сказал, что превзошли наши ожидания. Мы к этому готовились. Азамат выступил очень достойно, показал свой лучший и выполнил нормативы мастера спорта. Блестящие результаты показал на чемпионате Эдуард Кукоев. Спортсмен установил 11 рекордов Европы и мира, 3 побил в открытой возрастной категории, а 8 среди юниоров. В военном жиме он начал сразу с рекорда мира и далее трижды его обновлял. Максимально чистое выполнение. Что там несколько упражнений, в каждом из них 3 попытки, каждому надо там разогреваться отдельно, то есть это очень много сил отнимает на самом деле, изматывает спортсмена. То есть он начал в 10 утра и закончил в 9 вечера. Там, по-моему, все были удивлены этим результатом. Кукоев также стал абсолютным чемпионом по жиму стоя. Это первые соревнования, где он успешно дебютировал. Спортсмен отметил, что была высокая конкуренция. Это чемпионат мира, где не бывает слабых соперников. ما тренеран Альбурт Ливонан. Мимо Азамат Куннаудой Тадатчан на система хамштраста. Тинг мас мотивировать кутта. Маман тинг невста. Бовартома мам тинг факости на тренерима Альбурт Ливонима. Пауэрлифтингом Кукоев занимается меньше 2 лет, но уже сейчас он показывает достойные результаты. Тренер спортсмена возлагает на него большие надежды. На него возлагаем большие надежды. Сходу он стал абсолютным чемпионом по жиму стоя, как среди юниоров, так и среди взрослых. Это весьма достойно, ему только 23 года. Один золотой призер соревнований Алан Санакоев. Благодаря кропотливой работе спортсмена, изнурительным тренировкам и усиленной подготовке он смог привести на родину победу. Он занял 1-е место в народном жиме. Это жим штанги лежа своего веса на количество раз. Тренер отметил, что на спортсмене все же сказалась его травма, тяжелые операции на руке. А учитывая то, что в чемпионате мира участвовали мировые легенды пауэрлифтинга, Алан Санакоев все же добился своего. К сожалению, ему не удалось показать свой лучший результат. Он поднял штангу 20 раз, но этого хватило для того, чтобы занять 1-е место. А так он его на тренировках в районе 30-35 поднимает. То есть намного больше. Просто у него были еще травмы, операции в этом году. Поэтому это первое выступление после травмы тоже неплохо. Бронзовым призером чемпионата стал Азамат Чельдиев. В сумме троеборья спортсмен набрал 700 килограмм и выполнил норму мастера спорта. Я доволен, потому что выложился. Целью моей поездки была элементарная проверка себя. И благодаря поддержке такого Эдуарда, который всегда был рядом, и этот молодой человек обладает такой энергией, что он готов делиться. И уже на 2-х подходах я побил свои личные рекорды, выполнил норму мастера спорта. И благодаря нашему президенту пауэрлифтинга Ливану Албурову, который писал нам по WhatsApp, консультировал нас, какие веса нам ставить, как правильнее, как что, как. Спортсмены выступали под остинским флагом. Тренер выразил уверенность, эти ребята еще не раз поднимут остинский триколор на мировых спортивных площадках. Ребята представляли именно Южную Осетию. То есть там под своим флагом. И в графе там установлены рекорды, когда все другие будут просматривать, они будут видеть там осетинский флаг и там, откуда человек вообще. Сейчас спортсмены готовятся к не менее престижным соревнованиям, которые пройдут в декабре. Зарина Кочиева, Заур Устаева, Айда Кочиева. Информационный выпуск сегодня.
Концерт, как упоительный в России вечера, создал поистине праздничную атмосферу. Совместное мероприятие заслуженного артиста Южной Осетии Игоря Тасоева и российского исполнителя Александра Добронравова подарило массу позитивных эмоций восторженной публике. Наряду с известными лирическими и романтическими композициями исполнители представили примерные песни. Своим творчеством зрителя также порадовали талантливые югостинские исполнительницы. В Схимвале на сцене Госдрамтеатра прошел совместный концерт заслуженного артиста Южной Осетии Игоря Тасоева и российского исполнителя Александра Добронравова. Как упоительны в России вечера. В концертную программу вошли давно полюбившиеся песни Игоря Тасоева. Артист также порадовал публику премьерной композицией «Позвони». Новая песня стала настоящим подарком для поклонников артиста. Позвони мне, когда придешь, позвони мне, когда за окном дожди. Даже если не хватит сил, если не по пути, все равно ты мне позвони. В концерте участвовали и талантливые певицы Сабина Докузова и Милена Икаева. Пишу и каюсь, куда же приведет она, моя дорожка непростая. Витая ниточка моя. Александр Добронравов, в свою очередь, известный своими лирическими композициями, привнес в концерт особую нотку романтики. Его выступление также вызвало бурные аплодисменты, особенно когда прозвучали популярные хиты, такие как «Одинокая волчица» и «Розовый букет». Каждый номер сопровождался восторженными отзывами публики. Александр Добронравов поделился историями, связанными с каждой песней, что добавило глубины и эмоциональной насыщенности выступлению. В зале царила дружелюбная атмосфера, зрители подпевали любимым композициям и выражали свою поддержку артиста. Александр Добронравов исполнил песню, посвященную участникам СВО. Во время концерта Игорь Тасоев поблагодарил Русский дом в Схимвале в лице его руководителя Сергея Комиссарова за помощь в организации мероприятия. Без вашей поддержки этот концерт не состоялся бы, отметил он. Мне хочется большое спасибо сказать Русскому дому в городе Героев Схимвал, руководитель Комиссаров Сергей Михайлович, за то, что очень добрую помощь оказал в организации сегодняшнего концерта. Хочется сказать спасибо партии «Нахас», которая меня поддержала в этом деле. Давайте поаплодируем. Зита Григорьевна Исаева. Спасибо Национальному банку Южной Осетии, Суслан Бекоев. Концерт, как упоительный в России вечера, стал настоящим праздником музыки, который надолго останется в памяти зрителей. По завершении выступления артисты не скрывали своих эмоций и поблагодарили зрителей за теплый прием. Алена Утаева, Элина Газаева, Зарима Арсоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем плюс 14, ночью 6 градусов тепла. В Цавском районе днем 9 градусов тепла, ночью плюс 3. В городе Квайса днем плюс 8, ночью плюс 2. В Ленигорском районе днем 10 градусов тепла, ночью плюс 5. В столице республики в Схимвале днем плюс 13, ночью 5 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.